Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская республика». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Под личным контролем. Центра спортивной борьбы имени Рамзана Кадырова предполагает создание 79 рабочих мест, а также проведение круглогодичной спортивно-тренировочной деятельности. Глава региона Рамзан Кадыров провел инспекцию на столичных стройках. О том, какие объекты посетил руководитель, расскажем в этом выпуске. Борьба за звание лучших. Глава Республики Герой России Рамзан Ахматович Кадыров поддерживает нас во всем. Бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова защищают свое звание сильнейших на соревнованиях в Дубае. Защита от страшного недуга. 4 февраля официально признан Днем борьбы против рака. Главная цель – привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме. В торгово-развлекательном центре «Грозный молл» состоялась акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака. Какие специалисты проводили прием и сколько человек приняло участие, расскажет наш корреспондент. Рамзан Кадыров провел очередную инспекцию, в ходе которой посетил несколько значимых объектов, среди которых социально-экономические, инвестиционные и спортивные. Глава региона на месте узнал, на какой стадии находятся строительные работы. Обо всем по порядку смотрите в материале нашего корреспондента. Рамзан Кадыров вместе с соратниками и внуками первого президента Чеченской республики оценил масштаб строительных работ комплекса «Стройкар» общей площадью в 10 тысяч квадратных метров. Объект включает в себя торговый зал, склад, 2 офисных помещения, а также паркинг на 500 машинных мест. Это будет крупнейший в регионе интернет-магазин строительных и отделочных материалов и создаст 150 рабочих мест. Помимо этого, на территории можно будет проводить масштабные мероприятия. Официально değişikler ezberliği dersler дополнительно еще на час потенциально شيء На самом деле, 15 лет, что это кёршмейс. Да, и добавки еще что-то. Там если нам необходимо будет, меньше еще. Без ущерба Да, конструкции, да? без ущерба. А вот и царительно, сколько помещений? 4 тысячи или 3 тысячи? Это уже Я на навес улице мы еще. можем. У нас навес есть, более 3 метров здание, если нужно добавить. يلا المهم يبقى دي هاي سي هاي فاشل قوات الجان сколько было любое мероприятие и цену дикупа Havasdan, investordan, sträckande bazar i Kjölvestan. Och här var en любое мероприятие då 10 квадратов då. Och det var då любое мероприятие i Kjölvestan. Правительство då. I think Kjölvestan då. Min ekonomiska då. Och då ja. Любое då. Och det var история да då. Alla гостиницы då. Да, вот парковочные места, что короче då. وقع då. وإذا دايو كان دا بيزو شابه دا واحد هذا بعض الناس وقت شو يلا يقع كان سبي هذا من هو مركز Новый российский бренд является довольно многообещающим проектом и поможет развитию строительной отрасли и экономики республики. Его реализация происходит за счет внебюджетных средств, что в разы улучшит инвестиционную привлекательность столицы региона. Благодаря грамотной политике Рамзана Кадырова в субъекте есть необходимая инфраструктура, которая делает его интересным для предпринимателей и туристов. Шица Ашкана, Хабандош и инвестиционная привлекательность в республике. Тут инвесторы вкладывают деньги. Туристический поток тоже вырос. На самом деле, по приросту туризма среди лидирующих субъектов России, море бойца, Грозинский море, Пирабов море бойца. И тем не менее, нам проявляют интерес, потоки такие есть, в том числе по деловым направлениям. Мероприятия, очень много заявок, в том числе федеральное министерство, совещание, площадки, действительно, площадь, чтобы в одном месте можно было сконцентрировать вот эту выставочную деятельность и так далее. Вот так она действительно инфраструктуру. أعمال гостиницы, вы забудьте, по-моему, в столице СКФО нету 5 звезд гостиниц, у нас есть
общей гостиницы, помимо других гостиниц. Все удобства есть, туристическая инфраструктура есть. Ведь как раз вот видишь, объект. Любое совещание на 1000 мест, любое совещание ваход, Да, там. Любой зал, любое мероприятие, какие штуки, Да, институт, еще даже, да, да, это свойно, да, наш Хабан должен университет Чубо, объект есть, и развитие у нас есть динамики социальных развития республики. И на федеральном уровне тоже это отмечается. Хабан должен поддержки, он вол, Специалисты активно трудятся, чтобы сдать объект в ближайшие сроки. На данный момент работы завершены на 95%. По объекту все основные виды работ завершены. Сейчас ведутся работы по инженерной системе, отопление, кондиционирование, вентиляция, все завершено. Сейчас в основном осталась электрика. И в ближайшие дни, недели-две, я думаю, по этой части тоже работа закончится. После глава региона посетил Республиканский центр спортивной борьбы имени Рамзана Кадырова. Первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Ахмад Кадыров показал руководителю субъекта макеты объекта. Его общая площадь составит более 20 тысяч квадратных метров. Основной объем будет занимать многофункциональный зал со зрительскими трибунами на почти 2000 человек. Рядом же строится универсальный фехтовальный центр для проведения различных оздоровительных занятий, тренировок и соревнований. Помимо него в эксплуатацию планируется ввести спортивную школу тенниса и универсальный комплекс с бассейнами. По всем требованиям отвечает Яшум, зал 2000 посадочных мест. Второй этаж, регион, Сейчас есть еще. Никого. Гостиницу на 140 мест. Прямо улай. Doğru гостиницный комплекс. Еще, сюда пиши этаж, але еще. Площадь мельницы. 14. Бар был. 8, да. Аравик зону. Другое еще. Как раз таки. Аравик зону. Да, наша гостиница. Наша раздевалка. ونوقع حتى Россия это по отбору, она хабой, доктор Хайши, что аменяется. Сейчас гостиницу полностью покрытие. На 140 места, и подвальное помещение, дело, вентиляция, мелюрная, а душевой шерифа, главное, школушка, юпитская. Школа все проблемы в плане того, что ковер постоянно цепит, да, школьные мероприятия, еще сорвать его. А еще переместить, любой объект, я буду смотреть, я шум дуплю. Фехтование, лист долго, татуание, вообще шеф. Татуание, активно уже. Финансирование, да, маркет, а его реально. Har здание då, när blir вольметр havs nu, hur fick ni det? Там вот на havs лично говоря, да, все как на вольметр, это на пожарной ситуации, была и машина. Короче, фехтование комплекс, два зала. А же фасад изменить, да? Хара основной, хара тренировочный уже. ЭБК комплекс. Футбольный манеж полностью был обещан. Круглые сутки я выгодил. Что сейчас думаешь, лучше? Стабильно. Бассейнный комплекс, теннисный комплекс, это подвижный, с опережением графика, да. Олимпийский тип бассейн, 50 на 25, 33 на 25, плюс детский бассейн 10 на 6. Так что большой теннис, 4 крытых, 4 открытых, это воды, я. Это волейбольный керта, ёпный, многоборье, площадка, доход пошует. 60 на 30, 17, 19, 15 спорт первого, чемпионат России третий. Строительство Республиканского центра спортивной борьбы имени Рамзана Кадырова предполагает создание 79 рабочих мест, а также проведение круглогодичной спортивно-тренировочной деятельности и соревнований высокого класса. Для этого в нем будут созданы все необходимые условия для тренировок.
Также в ходе реконструкции находится стадион имени Белимханова. На данный момент идет переустройство аварийных объектов. Строится новая трибуна вместимостью в 3100 человек со всеми подтрибунными помещениями. Работы планируют завершить в кратчайшие сроки. Адам Магомедов, Сайдамин Мусаев, Моусар Хаджиев, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. В селе Виноградное началось строительство новой мечети. Она рассчитана на 1000 прихожан. На мероприятии по поводу начала возведения святыни присутствовал муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. Амина Тупилагова продолжит. Радостное событие в селе Виноградное собрало множество людей, в их числе и дорогих гостей муфтия Чеченской Республики Салаха Хаджи Межиева и главу администрации Грозненского муниципального района Рустама Абазова. Поводом послужило торжественное начало строительства мечети. دال ديكنز بيقى موي مهدين بويل ويتاقى عام حاجيدون دال غادوات قوبل دويل تنتصرف يوشوش فوندي عدون كيغل يوشوش ويدون مهكنان امانونا دال ديكنز بيقى بويل السيد صراخة اقى هوق يورتون باهر ويتصرف بدرقي رايون باهر ويتصرف دون صونا هوق قوشتاح دون وي مهكداس ميلبين بولش بلشنونا В своей речи Салах Хаджи Межиев отметил, чтобы построить дом Всевышнего на земле, недостаточно просто иметь средства на это дело. Создатель возлагает столь почетную миссию на истинно верующих. توليرة تغن وقام العدو له شوي ما الله ديل قيخ تمتبي الخشمتي على شدوقوي دال وندين دول شتول ديك دعمل داخل ويقر صو داخل وإيش ما دويل وي دال ويقام برتسع بويل ويزغل وش دال ديكنس بيقام بويل عمل حاجة دال درجة علاقة وقل دال غاز وتقابل ديلسون ويزغل وش دال ديكنس بيقام بويل عالش ويل شي ديكني عصو وقل ويباتشع ويميخنا رمزاراج دال قابل ساعة دويل دال ديكنس بيقام بويل ويميخنا أيمان عجنا ساردش تول ديكم نش دال توفيق ديلش بعض شونس حنگ دويتش واتشون ديل شيخ اسمش سيوتشون دال قرآن شعبا دال بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما باشتاش حرفو وينوش بالبيت ملابو سيقع بقلا با دال أصناخ مجدك دير دون إش باشتر دير داتون با معندسون هلا بطو بيش بش شيخ تيش آخر تختيش شيخ قيش قيش على قيرس قيش شادو حي وش بالشناخ مجدك شدير دون قيش دير داتون با معندسون. После коллективной молитвы был официально дан старт строительству мечети на 1000 верующих. Больше всего такому событию радуются именно местные жители. دل مقلادنا ويشادرش تيونا تجعلها مشتاش ديغرشتاش ديكني خدار خيات شخصون دينا الله داش ديك نسبيق مول خان تخوق باش تنخص خيتش جو يوانير اجدين دا اوتن جو خصيش اشدت اوتبوخن تان سالا حاجه بين اوتن ويستكش وبشيتون دوك خلت اوتسمن الله داش ريس خليت انت مثلا دا ديك نسبيق مول وربا شعران زان دالا Виноградное является одним из двух сел, в котором преимущественно проживают кумыки. Из их числа и Руслан Топаев. Он делится, что Рамзан Кадыров всегда был внимателен к их просьбам. Еще с тех времен, когда занимал должность премьер-министра. Будучи председателем правительства Рамзан Хаджи, 2009 год, он школы, он поликлиника, не кашбина, он внимание шью, то и мосту на хокмете рези бу, он кель междик яшта хокмете, Ахмад Хаш, далгазут обл дальцун бярк тухар,
и после этого и Кюгелайо, Айман Исинум, Цунаде Резхил, Рамзан сразу и Хокакар и обращение. So и принятин, и одобритин, Хокмет, я фонин смеждик, херду, фонхил сааш и междик. Дабюет швейк, савох швейк, Хокмет, я прямо ног, и адуар, сарнагул херду, масарнагул херду. В начале 2024 года руководителем субъекта было объявлено о том, что в разных районах региона будет начато строительство 24 новых мечетей. Все расходы взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Строительство мечетей в исламе имеет особое значение. В свою очередь, увеличение количества мест молитвы для верующих мусульман является одной из важнейших задач для руководства республики. Амина Тупилагова, Моусар Хаджиев, Вести, Чеченская республика. Муфти Чеченской республики Салах Хаджи-Межиев провел совещание с духовенством региона и призвал богословов информировать в мечетях граждан о важности участия в выборах президента Российской Федерации. Собравшиеся отметили, что сегодня государство делает все для свободного вероисповедания, и это благодаря первому президенту Чеченской республики Ахмату Хаджи Кадырову и выбору, который в свое время сделал народ. Теперь снова необходимо проявить свою гражданскую позицию. Адам Магомедов обо всем по порядку. Первой темой расширенного совещания под предводительством муфтия региона, прошедшего в Духовном управлении мусульман республики, стали предстоящие выборы. На нем присутствовало множество религиозных деятелей. Салах Хаджи-Межиев призвал информировать граждан субъекта о важности принятия в них участия, поскольку от них зависит будущее всей страны. تقيش بوشان دعقيت وش بوصل دنيا سنشاغل هيو سنجيب الهدو ويشين شعبي وشول باتش على خشح ويا ملدي قردو إبلغ شدال مولها سقوشون دعخو يتوش خوشان كل دو خوش عادش ويقوم برت بريعدال مولها قاوي قردو إن شاء الله الرحمن. Муфтий субъекта подчеркнул, что права мусульман в Российской Федерации защищены на государственном уровне, и ислам является уважаемой религией, а любые посягательства на ее ценности запрещены, в то время как в западных странах разрешено издеваться над любыми конфессиями. 30 миллион бусуб сагу, Россия аж 30 миллион бусуб сагу. Ислам дин российский государство, уважаемая религия Аллах, закон санчадинду. Kur'an zakon sançadendo sedolş yol pisaniyo iz absujdat maye tunti hetiveti maqawda. Kur'an ti qawd şolsak biyadat si ahma европейский бюроч от иблиси государства шкаwengo темира бячдага дашгонда полиции хути и цадаг дет гет бешлица люшсар шайшайт аналца дахуяш. Дела мадок кондуки. Дал сендош тол Kur'an хоксовегаш пачалкечва. Закон сан После Салах Хаджи-Межиев перешел к теме хаджа и рассказал об условиях его совершения. Стоимость паломничества составляется из множества факторов, включая трансфер, питание, проживание и многое другое. Условия его совершения для верующих из Чеченской республики признаны лучшими в России. ومخانا ورسوي أول تومر دينا أجر غولي حجل نخشي حجل خلا الله إذا الحمد لله خاصة دالبو إذا Ежегодно Саудовская Аравия выделяет квоту на паломничество в Мекку, однако некоторые пытаются всячески обойти правила, тратя огромные средства. Таких на месте ожидает лишь наказание в виде тюремного заключения от 2 до 6 месяцев и штраф в размере $13 330. Официально Саудовская Аравия он квот ялар и он нушел няю. Он нушел бакою. حقول سق بيشاش رسيدين شو سويتوا بوه ما عندكم أخوينا ساقرمتي إيش بيلا وشون إيش بيلا إنترنت إيش بيلا خوي هوني عندنا تورستيشكي فيزا يقين أريادي دعوة سيقر تاكسي خيخين قايل عشوان سار بوه تورستيشكي فيزا شيخي شين شو ما بيل نخوة شو نخيل أستاذ نقاسن أصحابي بون إل ساسك هنغا شو نعبيكش بلاح هاتو نباختي شو يجمك شوي 202 000 случаев незаконных проникновений пресечь нашеш Бог. 17 615 арестовать нашеш Бог.
Цена за хадж в этом году составляет $5500. Каждый год Саудовская Аравия выделяет квоту для Российской Федерации в количестве 30 тысяч. Из них 2600 мест выделялось для Чеченской Республики. Однако с прошлого года, благодаря дружеским отношениям главы региона с руководством Объединенных Арабских Эмиратов, она увеличена до 3000. Адам Магомедов, Рахман Хаджиев, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. Жители республики, откликнувшись на призывы главы региона Рамзана Кадырова, продолжают совершать в мечетях субъекта тахаджуд-намазы. Верующие возносят коллективную молитву, прося у Всевышнего помощи, милости нашим братьям и сестрам, которые ежедневно подвергаются террору со стороны Израиля. Они также просят о скорейшем возвращении наших бойцов с победой из зоны специальной военной операции на Украине. Команда Ахмат специального полка полиции имени Героя России Ахмат Хаджи Кадырова в ходе третьего дня международных соревнований спецназа SWAT Challenge 2024 в Дубае находится в числе лидеров. О том, какой настрой у действующих чемпионов турнира и какие еще испытания ожидает бойцов, расскажет Турпал Али Тайсумов. Пятые международные соревнования UAE SWAT Challenge 2024 стартовали накануне в Дубае. В числе 73 команд из 48 стран мира выступают и бойцы Ахмат, специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, МВД по Чеченской Республике. Цель масштабного турнира – тренировка боевых навыков элитных подразделений, постоянно борющимися с терроризмом и другими видами преступности. На чемпионат мира надеемся на 95%, что выиграем. Команда Ахмат выступает в рамках действующих чемпионов. В прошлом году они уехали отсюда с триумфом. И по словам бойцов подразделения, это для них особая ответственность. Задача в том, чтобы удержать звание лучших. Сейчас на нас внимание больше, чем когда-либо, потому что мы являемся действующими чемпионами данного чемпионата. И подготовка наша прошла, алхамдулилlah, хорошо. С такой поддержкой, как у нас, глава Республики Герой России Рамзан Ахматович Кадыров поддерживает нас во всем. То есть все необходимое оборудование у нас имеется. Сейчас все зависит от нас. Мы создадим, иншаллах, все причины. Результат он у Аллаха. В число дисциплин входит имитация штурма со спасением заложников и уничтожением бандитов. На второй день мужчины вели стрельбу по мишеням на открытой местности. Все это на определенное время с фиксацией каждого действия от судей. I imagine it'll be first attempt for all of them, and it is. 4 shots, 4 targets, 131. This is going to be good. There's one more team member to come through that breaching door. 2 more team members, I beg your pardon, to come through that breaching door. Can they beat the 154? Davai, Davai, Davai! 154 is the time to beat Davai. Oh, they've done it. They've done it. Akhmat of Russia. На третий день участники показали свою собственную физическую подготовку. В числе заданий было прохождение полосы препятствий. Турнир продлится до 7 февраля. По сумме баллов и будет определен медальный зачет. Турпал Али Тайсумов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В торгово-развлекательном центре «Грозный молл» состоялась акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака. Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения Чеченской Республики. Все желающие получили возможность бесплатно проверить свое здоровье. Прием провели ведущие специалисты медицинских учреждений региона. Мадина Нуцалчиева о важности профилактики заболеваний. Рак является одной из ведущих причин смерти в мире. Но, как говорят врачи, этот диагноз не приговор. В приоритетных задачах сегодня создание эффективной системы просветительной и воспитательной работы, чтобы достичь как можно большей информированности людей. По инициативе Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями 4 февраля официально признан днем борьбы против рака. Главная цель – привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме. В честь этого Министерство здравоохранения Чеченской Республики организовало для жителей столицы профилактическую акцию «Заботы достойны все». Состоялось событие в торгово-развлекательном центре «Грозный молл». Министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Русланович Алханов уделяет пристальное внимание к данной проблеме
И сегодня по его поручению в ТРЦ «Грозный Молл» проходит масштабная акция, посвященная Всемирному дню борьбы против рака. В рамках данной акции все желающие смогут узнать о факторах развития онкологических заболеваний, методах диагностики и мерах профилактики, а также смогут узнать свой вес, рост, измерить артериальное давление, пройти дерматоскопию, а также получить консультацию врачей. Сперва заполняется информационный бланк желающим проверить свое здоровье. Далее измеряется артериальное давление, пульс, рост и вес. Сразу после консультация врачей узкого профиля. Здесь их 10, начиная от онколога и заканчивая хирургом. Если в рамках акции у нас будут выявлены пациенты с какими-либо патологическими изменениями или заболеваниями, эти пациенты будут направлены в медицинские организации по месту жительства и переданы своим участковым врачам. В последующем, если необходимо, они будут дальше дообследоваться, и, соответственно, будут проходить лечение. Мадина Абдул-Азимова работала медсестрой по переливанию крови в Аргуне. В медицине она посвятила 17 лет жизни. Уйти на пенсию стала вынуждена по состоянию здоровья. К сожалению, страшную болезнь онкологию женщине довелось увидеть достаточно. К сожалению, люди очень часто обращаются уже в запущенном процессе с этой проблемой. Врачам очень трудно бывает бороться с этой проблемой. И чем раньше выявляется эта болезнь, тем больше шансов и выжить, и вести полноценную жизнь. Поэтому я считаю, каждый человек должен обратиться за помощью. А сегодня такой хороший день. Человек может прийти бесплатно, пройти всех специалистов. Мы всегда откладываем жизнь на завтра. И не успевают, к сожалению, многие. Сегодня врачам известно, что возникновение более чем половины случаев раковых заболеваний можно было предотвратить, соблюдая элементарные нормы здорового образа жизни. А на выявленных ранних стадиях медицина способна сохранить жизнь пациента. Всемирный день борьбы против рака – это возможность поразмыслить о том, что каждый из нас, как группа людей, так и человек индивидуально, может сделать свой вклад для снижения глобального бремени. Мадина Цолчиева, Ислам Ибрагимов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. 14 человек приняло участие в квест-игре, прошедшей в Шарое. Они были разделены на 7 команд. Участникам раздали свитки с задачами и вопросами. С каждым пройденным пунктом игроки узнавали для себя интересные факты о Чеченской Республике. Квест приурочен к году истории исторических памятников, архитектуры и культурного наследия нашего народа. Организовано мероприятие молодежно-патриотическим движением «Ахмат» совместно с Министерством региона по физической культуре, спорту и молодежной политике. Победители событий наградили дипломами и денежными сертификатами. Если хоть немного знать историю своего народа и Чечни, то вопросы были несложные. Впечатление самое наилучшее. Квест еще проходил в горах, и тут была своя атмосфера. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». До новых встреч в эфире.